В это воскресенье в Удмуртии прошел единый день голосования. Вернее, единые 3 дня голосования. Элла Памфилова подарила партии жуликов и воров еще 2 дня на фальсификации на досрочном голосовании. Для «Единой России» эти выборы были вопросом жизни и смерти, поэтому кандидаты от партии в городскую думу Ижевска использовали все доступные грязные приемы. Единорос Швецов звал всех на досрочное голосование, разбросав по ящикам газеты с указанием своей фамилии и даты прихода. Единорос Вычужанин бессовестно развесил свои листовки в детском саду. Единороса Стыценко поймали на незаконной агитации. Единорос Никонов использовал вот такие информационные объявления, а директор одной из школ его округа в открытую призналась в использовании служебного положения в его поддержку. Единоросска Нужина использовала административный ресурс, позвав на встречу главу района. Глава списка «Единой России» Бекмеметьев агитировал ВКонтакте в День тишины. За Единую Россию. Эти случаи можно перечислять бесконечно, но все же главными методами «Единой России» стали занижение явки и сгон бюджетников на досрочное голосование, минимальное количество наружной и телевизионной рекламы выборов и подчеркнуто невысокая активность кандидатов привели к рекордно низкой явке в 17% от общего числа избирателей. Это на 10% меньше, чем 5 лет назад. По сути, до участков дошли только бюджетники, которых всеми способами загоняли единороссы. И, соответственно, вот эти все работники, они должны 11 и 12 числа принять участие в голосовании. И это возлагается на нас, на руководителей образовательных организаций. То есть определенные цифры. Эти цифры выдавали сами. Единороссы, конечно, врали нам, что 3-дневное голосование придумано для удобства жителей и безопасности во время пандемии. Но результаты говорят сами за себя. Количество проголосовавших за «Единую Россию» совпадает с количеством участников досрочного голосования вплоть до процента. И за эту цифру «Единой России» должно быть стыдно. А вот еще одна стыдная цифра. За партию жуликов и воров по спискам было отдано 33 482 голоса. Это всего лишь 6% от общего числа избирателей в городе. Партия большинства в прошлом. Теперь ее можно называть партией 6%, а ее удмуртского главу Бричалова Саша 6%. Ну не шмогла я, да, не шмогла. Подход единороссов – сделать так, чтобы на выборы не пришел никто, кроме тех, кого приведут они, можно понять. Благодаря умному голосованию главным соперником партии 6% были даже не другие партии, а реальное волеизъявление людей, которые устали от монополии жуликов и воров. И несмотря на все усилия единороссов и избиркома, с помощью умного голосования нам удалось провести в Гордуму 5 альтернативных кандидатов, тогда как на прошлых выборах представители партии забрали все мандаты. Это прекрасный результат. Власть изменила правила выборов под себя, не зарегистрировала сильных кандидатов, занижала явку и использовала досрочку, но все равно не смогла добиться полной победы. Более того, «Единая Россия» была на грани полного разгрома. Ижевские активисты посчитали, что если бы на этих выборах еще 3000 человек проголосовали бы по-умному, «Единая Россия» потеряла бы большинство в городской думе, утратив 13 мандатов из 25. Всего 0,7% не пришедших на выборы спасли статус-кво «Единой России». А если бы явка составила 21%, то «Единая Россия» могла бы не получить ни одного мандата. Это подтверждают и выборы в Можге, где явку не удалось задушить. Там на участке пришли 28% избирателей, и «Единая Россия» потеряла большинство в местном парламенте. Подведем итог. Если раньше во время выборов «Единая Россия» хотя бы пыталась изобразить какие-то реальные малые дела, то теперь используют исключительно электоральные манипуляции. Только с их помощью единороссам удалось трансформировать 6% поддержки в большинство в городской думе Ижевска. А значит, нам надо продолжать борьбу с партией, которая опирается не на людей, а на вранье и фальсификации. Поэтому нам нужно продолжать увеличивать базу умного голосования, чтобы через год единороссы не смогли бы избраться на выборах в Государственную Думу. Регистрируйтесь на умном голосовании и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.